А в культурной столице страны по сложившейся традиции в эти дни провели партнериат малого и среднего бизнеса. О том, как прошло мероприятие в этом году, расскажет Айсена Бурнашова. Самый масштабный в России и в Европе конгрессно-выставочный центр «Экспофорум» открыл свои двери для проведения 9-го петербургского партнериата малого и среднего бизнеса «Санкт-Петербург. Регион России и зарубежья». Организатором является правительство Санкт-Петербурга. В сопровождении живой музыки началось торжественное открытие мероприятия. Цель партнериата в первую очередь создание крепких межрегиональных связей внутри России, также за ее пределами. Поэтому на открытии присутствовали губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, губернатор Воронежской области Алексей Гордеев, также новоиспеченный глава администрации города Симферополь, крымчанин Геннадий Бахарев. Тот опыт работы, который мы получаем сейчас и получили за столь короткое время, он, наверное, несоизмерим с тем, что было у нас в последние десятилетия. Приглашаю весь бизнес на нашу территорию, на территорию Республики Крым. Мы не только хорошее место отдыха, мы еще и перспективная площадка роста. Поднятие парусов фрегата, символа партнериата, ознаменовало начало работы мероприятия. Сразу после этого между Санкт-Петербургом и Воронежской областью было подписано несколько соглашений о сотрудничестве в сфере экономики и бизнеса. В частности, будут расширены поставки сельхозпродукции из Воронежской области в северную столицу. Данное мероприятие предоставляет для представителей бизнеса возможность для делового общения, установления контактов и презентации своей продукции и разных инноваций. Собственно говоря, задача, чтобы какие-то лучшие практики были внедрены, потом товары, услуги. Например, у нас очень большая кооперация с Якутией, потому что то, что производится у нас, там не делается в Якутии и так далее. Поэтому задача торговать и сотрудничать в первую очередь не с зарубежными партнерами, а внутри своей страны. Регион России и зарубежья представили стенды и презентацию своего экономического и научно-производственного потенциала. В рамках партнериата прошли круглые столы, где эксперты обсудили различные аспекты экспортных поставок, импортозамещения, продовольственную безопасность и многое другое. Отдельной темой круглого стола обозначены меры антикризисной поддержки малого бизнеса, также представлены программы поддержки молодежи. Если сравнивать с прошлым годом, то этот год является на сегодня пиковым. Сегодня уже участвуют 63 федерации, субъекты федерации и более 2000 участников. Повторюсь, экономическая ситуация требует принятия решений, важных для нашей экономики, планов развития на ближайшие 3-5 лет. В рамках партнериата проводит свою работу Столыпинский клуб. На нем обсуждаются вопросы экономического и социального развития Северокавказского и Крымского федеральных округов. Следует отметить, что ежегодно растущее количество участников партнериата свидетельствует о том, что мероприятие стало удобной площадкой для развития экономических взаимоотношений между регионами России и зарубежными странами. Айсена Бурнашова, Егор Максимов, Лидия Андросова, НВК «Саха», Санкт-Петербург.